Как-то в одно селение пришел и остался там жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Еще он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но еще более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему. «Ты мудр и желаешь нашим детям только добра, но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются как могут, но игрушки все равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно». «Пройдет совсем немного лет», — улыбнулся старец, — «и кто-то подарит им свое сердце. Может быть, это научит их обращаться с таким бесценным даром хоть немного аккуратней». Купил человек себе новый дом. Большой, красивый, и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом, в стареньком домике, жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение. То мусор под ворота подбросит, то еще какую-нибудь гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: «Кто чем богат, тот тем и делится». Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» – спросил Бог. «Слепи мне счастье», – попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. У одного старика было 3 сына, и они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но сколько он ни старался, ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с легкостью удалось. Тогда отец сказал: «Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок». Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: «Не знаю. А вот навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно», и муха начнет по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу: «Не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты?», то она ответит: «Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоухающих цветов. Муха на самом цветущем лугу найдет нечистое место и сядет на него, а пчела в самом вонючем болоте отыщет цветок лотоса и соберет с него нектар». Ехал один молодой человек на новом сверкающем ягуаре в прекрасном настроении, напевая какую-то мелодию. Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. После того, как он, осторожно объехав их, собрался снова набирать скорость, он вдруг услышал, как в машину ударился камень. Молодой человек остановил машину, вышел из нее и, схватив одного из мальчишек за шиворот, начал его трясти с криком: «Паршивец! Какого черта? Ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, сколько стоит эта машина?» «Простите меня, мистер», — ответил мальчик. «У меня не было намерения причинять вред вам и вашей машине. Дело в том, что мой брат инвалид. Он вывалился из коляски. Но я не могу поднять его, он слишком тяжел для меня. Уже несколько часов мы просим помощи, но ни одна машина не остановилась. У меня не было другого выхода, кроме как бросить камень,
иначе вы бы тоже не остановились. Молодой человек помог усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слезы и подавить подступивший к горлу ком. Затем он пошел к своей машине и увидел вмятину на новенькой блестящей двери, оставшуюся от камня. Он ездил многие годы на этой машине и всякий раз говорил «нет» механикам на предложение отремонтировать эту вмятину на дверце, потому что она каждый раз напоминала ему, что если ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень. Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» – спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать». Попал человек в рай. Смотрит, а там все люди ходят радостные, счастливые, открытые, доброжелательные, а вокруг все как в обычной жизни. Походил он, погулял, понравилось, и говорит архангелу: «А можно посмотреть, что такое ад, хоть одним глазком?» «Хорошо, пойдем покажу». Приходят они в ад. Человек смотрит, а там вроде бы на первый взгляд все так же, как в раю. Та же обычная жизнь, только люди все злые, обиженные, видно, что плохо им тут. Он спрашивает у архангела: «Тут же все вроде так же, как и в раю. Почему они все такие недовольные?» «А потому что они думают, что в раю лучше». У Цезаря был единственный человек и друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если он болел, то лекарство принимал только когда лекарь собственноручно подаст ему. Однажды, когда Цезарь не очень хорошо себя чувствовал, он получил анонимную записку: «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет тебя отравить». А через некоторое время пришел лекарь и подал Цезарю лекарство. Тот отдал другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до последней капли лечебную смесь. Друг застыл в ужасе. «Повелитель, как мог ты выпить то, что я дал тебе, после того, что ты прочел?» Цезарь ответил: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». Ученик спросил мастера: «Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?» Тот ответил, что они верны полностью. И доказать это просто, ибо за деньги можно купить постель, но не сон, еду, но не аппетит, лекарства, но не здоровье, слуг, но не друзей, женщин, но не любовь, жилище, но не домашний очаг, развлечения, но не радость, образование, но не ум. И то, что названо, не исчерпывает список. Друзья, а если вам понравилось это видео, то вам непременно и просто обязательно нужно посмотреть и другие притчи на моем канале. Ссылка на эти притчи у вас только что появилась на экране. Если вы туда перейдете, то вы увидите все мои самые интересные ролики. Если ссылка не появилась, то также я оставил ее и в описании. Обязательно переходите и смотрите мои другие ролики. Так что я с вами не прощаюсь, очень скоро мы с вами там увидимся.